Здравствуйте! Сегодня я планировал в прямом эфире подвести итоги уходящего 2021 года и рассказать о планах на 2022 год. Но, к сожалению, случилась ужасная трагедия. Все мы слышали о том, что сегодня трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина, сотрудница СВФУ. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким. Это невосполнимая трагедия, потеря. Что мы делаем уже сейчас? Мною принято решение ввести режим ЧС на территории автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу. Что это означает? Будет мобилизована вся имеющаяся техника и максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий, мэрии. Вне зависимости от формата, в каком они работали, сегодня приоритетом становится отловить эту стаю собак. Теперь о причинах. Я уже не раз объявлял и говорил о том, что сегодня мы работаем в рамках правового поля, в рамках федерального закона 498. С момента действия этого закона за последние 2 года у нас в городе фиксируется увеличение количества собак на улицах безнадзорных, а также случаев проявления агрессии и нападения. Это официальная статистика. Хотя ресурсов и усилий тратится больше, чем до этого закона. Такая же картина по всей стране. К сожалению, подобные трагические случаи происходят и в других городах нашей страны. Поэтому мое личное убеждение, закон должен быть пересмотрен. Пересмотрен в сторону людей. Согласно наказам, которые есть у народа нашей страны. В ближайшее время мы отловим тех собак, которые проявили агрессию в автодорожном округе. Мы бросим все силы на то, чтобы эта стая больше не появлялась на улицах города. Для всех остальных собак с отсутствием бирки мы будем отлавливать. Прошу отнестись с пониманием и прекратить ломать ловушки, которые устанавливаются и прочее. Собак на самовыгул нельзя выпускать. Все собаки на самовыгуле тоже будут отловлены. В ближайшее время мы мобилизуем все возможные силы. Приоритет – город для людей, а не для собак. Прошу отнестись с пониманием. Еще раз приношу слова глубокого соболезнования. Крепитесь, берегите себя.